Аҩызцәа иахьатәи ҳаиқәшәара Тамара Платон-иԥҳа Шьапрыл игәалашәароуп изызку. Абарҭ амшқәа рзыҳәан иазгәаҳҭоит лара лиубилеи, ԥшьынжәаба шықәса лхыҵра. Иара абарҭ аусмҩаԥгатәқәа мхаҳацҳаркуаз зегьы еицҿакны иаҳҳәаз амала раԥхьаӡа иргыланы Тамара Платон-иԥҳа абри ҳалбозҭгьы илдыруазҭгьы егьа дҳацәҳарны. Избанзар лара илызкыз изакәызаалакгьы аканылҳәоз бзиа илбаӡомызт, илцәымӷын. Абра Леонид Хыгәлԥа исгәалашәыршәеит, шәаргьы аинститут аҿы лхынҩажәа шықәса лхыҵуаз, хынҩажәаба шықәса лхыҵуаз, илыдыжәгалон, изакәызаалакгьы ак ҟаҳҵап ибызкны ҳәа, аха мап лкуан, лшьапаҿы аршәны ахааназгьы. Ҳәарада зегь шәеиԥш раԥхьаӡа акәынгьы дахьыздырыз аудиториаҿоуп. Убри заҳҭахаз лара лгәалашәара, убри абас ҵакаҭаны амҩаԥгара цқьа ҳзеилымкаауазар ҳәа ҳшәоит, ҳара ҳәа сызҿу убри ҳауаажәларра. Абри убысҟан ҩнызқьи ԥшьба шықәсазы убра амардуан икҿагылаз, ахы зықәшәаз аԥҳәыс ҳара ҳаԥсуа ҭоурых аҿы, ҳара ҳаԥсуаа рыԥсҭазаараҿы, доусы ҳаԥсҭазаараҿы ҵакыс илымаз. Убри азын исҭахуп раԥхьаӡа акәны аӡәаӡәала иҟалозар, мазаргьы иҭныԥсахланы ишәҳәарц изакәи дызусҭада Тамара Платон-иԥҳа шәышәзыҳәан. Сара рызҟ дуны исыԥхьаӡоит схәыҷра шықәсқәа инаркны. Быргарагьы сышҭагылоугьы убарҭ рыҩнаҭа сааӡеит ажәакала. Иахьа сара бзиарак ҟасҵома, ицәгьоуак ҟасҵома, дара ирыбзоуроуп. Убригьы ахӡыргара дашьҭамызт акәымзар, иара акак ҳәҩык иаҳасабалагьы Платон Семен-иԥа ҳазхәыцтәи зқьи жәҩа шықәсазы апиеса зыҩыз. Ашьҭахь иара ашәҟәы Тамара Платон-иԥҳа лаб ишәҟәы еиқәыршәаны алашьцарахьтә алашарахьы Батмиаҳа иажәабжьқәа аиқәа еидкыланы иҭлыжьит. Ҳаҭыр дуӡӡа иқәын, рҽиқәан абри ауааҵара анрымамыз, зны Џьырхәа Гәдоуҭа араион, нас Кәтол, иаахьааҭахуаз иқыҭоума, идыноума, ихабалагьы абас ашколқәа аартуа, абас иҟаз ауаҩ ду иԥҳалоуп иҳәа. Шәара Тамара Платон-иԥҳа нас раԥхьаӡатәи лҵаҩцәа шәреиуоуп, иашоума? Ини-жәибжьи бзиахәаны аинститут сҭалеит сара абра. Уаанӡа ақырҭуа школ ҳҭан, Хәбарҟынӡа ԥсуала иаҳҵон, аурымцәа ҳаман ҳара рҵаҩцәас, урҭ ықәыргеит, ижәдыруеит. Нас ақырҭқәа рахьааиргеит, баша школ сҭан акагьы аурысшәа усгьы ҳдырҵаӡомызт, урысбызшәала ҳцәажәар ҟалаӡомызт ашкол аҿы. Убас ҳаҟан, иаарзаҳҭузеи ишԥашьасҳәари, абынуаа реиԥш абна ҳалакын ҳаҿаркны абас ҳшыҟаз, ҳааины абра аԥсуа институт ҳҭалеит. Ҳара зегь ҳзааӡаз абри аҵара, адырра, аԥсуара, аламыс, ауаҩра, апатриотизм, абри зегь ҳалазааӡази, уи зегьы ирдыруеит Тамара Платон-иԥҳа лоуп. Нас лара ацәажәашьагьы ҳлырҵон, агылашьагь, аҳташьагь, даже аперекличка ныҟалҵоз, ажурнал данаԥхьоз, убри аҭак аҳәашьа ҳаздырӡомызт. Убри шәхпатәы уақәҵаны шьшьыҳәа шәгылан ҳәа. Нас аинститут аԥхьауа ҳалбааны перемена абри ҳамаз, ҳамныҟәози даалбааны аӡӷаб абрахь дгылаз, уара арбахь угылаз роуп, уцәажәоз анашәеиԥш умныҟәан, абас уныҟәала ҳәа, абас зегь рыла ҳлааӡон. Аиашаҵәҟьа шәҭахызар, ҳара иахьа Тамара Платоновна
высыяхама нарзайчадук, царавадук хама, Тамара Платоновна ла занта короб, яха апсу жлары, бака яца гула бакаевши, казо лало, уй лыда дизпсахоз дизепазны, ашептахоз. Сара истаху, абри хапсу жлары, они лбака кургулан масара бумгон дизипсел, шпату, ншаки пши, халнуква, абас حمزرو أبيو يارزن بدن حسوز تمرة دن حسوز مش نقاط كدن حسوز حنقاط ناس حنكار زق غزو أبرتروب حرا إيش باش يسفري تبيش قاني سوم بعبارة نوم حفص ولا رخبر وهري في خبر حملات كبرخت خرتش يقولز تمارا بلاطون بحلوق وحار عالش دزبنهم زر لاريا ريلا ززروب ناسكي وبريات زكي ديانا زدروت شرقية وسي تسجون كرام تلريس شرقي انسوتقنا Сергей Скупшда, институт салгана сана, акака, снана гита, аксу института же. Дара дзипха счет уже и хысхуаха, басикан, сара салгана абни дудза часаны, хто рыхло махбас шома, рачак отписа сдырзумст. Хта гыла защах проблема ква. И убра жипшук садутся, а ус звытай башра нчанза. И избас убра, хцарава дука, хгудура хцарава дука, что сахар рызыдзурёс, их избас, турых атагыла заща, что зипшоза генеласка, смелат хдыррах ха, шиз уброк заркалап. Ой, пщине жить ашк сокон, убрал басекан, но тах дудзак, а стол дудзак гылан. А бартах кабинетку заги, рачахан убри залашка. Перерыв на кома, мам, ус баши и чажара казахан загидал цон убра, кайбер он кая Тамара Платонна гябща цуброб дахыз. Дус хазанатку рыла ус хвон ускара ларисри хайма дадзамс лара дач уск дачансара экономика сачаннаха дцас и сырти тубысқан Айдгалара ныкалаштах и тысцарц абри а финанс политика шими пысо забра хапсна. Сергей снана гит аппарат архива чадарадзе стырцайты один сыму и сымому убра и спыхишу за материал кударадзе и у Машей избит, и Матяна отжгим баца документ как спшает. Скупшим зязахан сесен хамас а доклад кассана бризбаз зигисхарстахит ускад ну амты дачакын что у я пришарта замсту из материал квадширгара и сгола что захан насубду Тамара Платоновна молодец саларчпой رابخذ نسترمقهم حد نسبة رابخذ يقحتز لبش زروب وتيت بشوب ناسب والخطر زكوزني لحكا خليش كنت كونس قنيش كنت أصلا что студент шанс я курса чистан из киевских не вебиш башуб сзе сантала закон сзахан насуже ашубсква они саштах я хаги лускай сразкой шалас абри Тамара Платонна бхалепшико набхус уга Алексей куда хазапхос аха рабхаз данах бачхаз рады шибхазепш данах усхан биам за совет ханткара ханзана за зудар с аби яхтузи ибзиедзен Аргентин фильма Коцон Лолита Торрес Дезлохуз Данай нашел я что шпана Лолита Торрес дайналас что баси абхазит убыздапшзан Лзара падза лтеть шларал мишнари актриса Дудза дайналит хабас хнай хубша хубшитаз хубша наса акино ясшил махзиги
ашьҭахь ари Тамара Платон-ԥҳа лакәын лара лекциақәа иахьа уажәраанӡагьы исгәалашәоит, рада баргьы ишыбгәалашәаз еиԥш, са исгәалашәоит усҟан иҭыҵуан ажурнал Огонек. Огонек анҭыҵыз иара иацын ихәҷны Огонек-ҳа абас шәҟәны. Ишәгәалоит, приложение ҳасабла. Убра ианын абасқәа рзыҳәан аматериал ду, анаукатә материал. Аиеи. Абри илҳәит лара, абри ҳара аԥсуааи, абасқәеи, убра ианын. Ларгьы убри иҵегьы неиҵыхны иаҳзеит лҳәит. Убрантәи иаҿырԥштәқәагьы иаалгеит, ашьаҭақәа еиԥшны иҟоу ажәақәа. Убысҳабжьылгеит, шәнеины иаашәҟа, акиоскқәа рҿы усҟан ирҭиуан, иаашәх шәаԥхьа, нас шәгәаанагарагьы ҳашәҳәа. Нас ашьҭахь ларгьы илҳәит, шәыԥшы илҳәит, ҳара убриаҟара усҟан амч алшара ҳамаӡамызт, ақырҭцәа иаҳа ирзааигәазшәа, абас аверсиақәа ашьҭахь иҟалеит. Аха ари ахаан са исхашҭӡом, ари сгәаҿы иаанхазоуп. Ашьҭахь аибашьра ашьҭахь лареи сареи амҩадуаҿы ҳаиқәшәеит. Абри шәазхәыц шәара, абриаҟара ауаҩ ду, ауаҩы ҟәыӷа, абас аагәыдылҳәалан, снапқәа дрыгәӡырц лӡбеит, аха са изымуит. Шәызҿу закәызеи, Тамара Платон-ԥҳа, шәеиԥш иҟоу лҳәеит, анацәа лҳәеит, шәыбзоураны лҳәеит, иахьа ҳаԥсадгьыл ахақәиҭра итрамоуп лҳәеит, ари сара ахаан исхашҭӡом. Абри иахьа уажәраанӡа исымҳәаӡацт. Галия Ахран, можно сказать, что вы ее совсем с другой стороны знали, да? Можно так сказать? Можно, вот. Но все-таки осознание личности Тамары Платоновны, когда к вам пришло, например? Я, конечно, вспоминаю 67-й год, я была совсем ребенком, и, конечно, 78-й год, и все вот эти обсуждения, и вот людей, которые приходили к нам в дом. Конечно, вот отделить, сказать, что это была просто семья, и мы жили таким обычной такой семейной жизнью, это невозможно. Это было очень тесно все переплетено со всеми событиями, которые были в Абхазской стране, республике. Да. Мне тоже, кажется, есть что сказать не просто как очень близком человеке, а вот именно как каком-то абхазском феномене. Вот несколько вещей меня всегда поражали. Первое – это интеллигентность, вот именно в российском понимании этого слова. Не просто, не западное понятие, интеллигентность, человек, который занимается, зарабатывает умственным трудом. А человек творческий, как сейчас говорят, креативный, безусловно, духовный. Человек разносторонний, развитый и образованный. Она великолепно разбиралась в искусстве. Она сама играла на фортепиано, и меня тоже заставляла, когда я не хотел. Она прекрасно разбиралась в литературе, не просто читала, она и писала. А это две большие разницы. Она очень хорошо ориентировалась вообще в культурном пространстве вот всей культуры до того момента, когда она жила. Конечно, не будущее. Это и антика, и древняя, и классика, и современный. Она могла поддерживать разговор, причем очень интересно, не просто компетентно, а очень интересно на любую тему. Это будет театр, или это будет изобразительное искусство, или это будут человеческие отношения, политика, что тоже почти что иногда бывает искусство. Но мне просто кажется, что вот люди такого типа, они создают вокруг себя какую-то вот культурную, интеллектуальную ауру. Я не верю, что люди без этой ауры способны привлечь к себе вот таким магнетизмом и в общественном плане тоже. Посмотрите Владислава Григорьевича, вот он тоже обладал, если не более мощным, какого не меньше, и он привлекал как магнит, он был стержень, вокруг которого многое крутилось. И она тоже, мне кажется, была такая. Анализировала ситуацию детально, тщательно, вот как ученый, дотошно. Потом она принимала решение, можно ли что-то сделать. И если она решала, что можно, она прямо напролом шла. Мне кажется, что пример кафедры абхазского языка достаточно показательный в этом плане. То есть, мне кажется, очень многие не верили. Не даст мне соврать, но она это сделала. Общественная деятельность, эти письма 67-й, 78-й год. Да. То есть
По-моему, это очень важное качество для общественного деятеля. И если мне будет позволено, я вообще хотел бы рекомендовать всем будущим общественным деятелям Абхазии вот это качество иметь. Анализировать, ставить цель и идти и доводить до конца. Вот это очень важно. Тут у нее было, я не знаю, может быть, я перехожу к какой-то рекламе, но мне кажется, какие-то вещи, вот вспоминаю, хочу сказать, у него было особое отношение к молодежи. Особое отношение к молодежи. Очень многих, даже вот из моих личных друзей, они становились уже ее личными друзьями. Там Ангурков, Таль, Марина, тот же Рауль Хаджимба, там Баталчу, Похухут Гамба, которого она просто обожала, понимаешь. И более того, мне кажется, она была еще такая очень требовательна к молодежи. Она не просто вот это, не просто такое общение было. Если она чувствовала, что в людях есть какой-то общественный потенциал, она настаивала на том, чтобы он каким-то образом раскрывался. Я это абсолютно точно, со 100% гарантией говорю. Ей казалось, что если молодежь будет этим заниматься, то вот эта преемственность, она не пропадет. И она хотела мне какие-то гарантии, как страховой полис на будущее для Абхазии. Вот этот страховой полис она видела молодежь и всячески поддерживала, вот это поощряла. Тамара Платон Ипха, а математика Лцостки с математик Харобхан Лцбастги Яха Цздырам Амта дочекала Ицозу имцозу аха Дара Инаго математик Стхалон Абуюхат Радулула математическая лингвистика Ри Яха Дара Ичьо Хархарту Убрил Чазылкет от цара Апсуа Безша Абри а методка Ирымо а математика лингвистика Ирымо Абрах Апсуа Безша от цара Чазылкет Дахемдзи. Когда вот Тамара Платоновна столкнулась с тем, что когда она занялась анализом структуры абхазского предложения, то она вышла на вот этот, так называемый, конструкт, который совершенно полностью ложился который совершенно полностью ложился на древнегреческий. И начинал уже работать на вот эту вот ее теорию, и она впоследствии нашла свое вот это подтверждение. Это был какой-то математический именно расчет, который помог ей именно сравнить вот древнегреческий и абхазский, да? То есть она математика. Нет такой, который набирается. Это понятно, даже музыка понятна. Способ мышления, да, что? Это очень точные науки. И вот свои гармония. Кстати, если вот Олег Алексеевич говорит, если бы она решила стать математиком, она бы стала хорошим математиком, она даже стала бы хорошим музыкантом, если бы она решила. По-моему, вот музыка в вашей семье тоже очень, по-моему, роль такую играет, такую существенную. Да, может быть, это по большому Никто не счету. стал профессиональным музыкантом, но все очень хорошо играли. Тамара Платоновна совершенно спокойно садилась к инструменту и могла воспроизвести любую мелодию, более того, она импровизировала. Екатерина Платоновна просто сочиняла музыку. Платоновна не только была музыкантом и играла, она очень хорошо танцевала. Очень. Она танцевала и бальные танцы, и абхазские танцы, и у нее это получалось всегда очень изящно. И был период, когда они здесь, вы знаете, семья как-то вот переезжала, в детские годы они жили то в Лыхне, то в Сухуми, когда Платон Семенович уже заведовал педучилищем здесь в Сухуми. И тогда вот была возможность, и они ходили в балетную школу, которую открыла здесь в Сухуми. Была такая Екатерина Павловна Горелова, которая была ученицей знаменитой Агриппины Вагаловой.
приятная опция, когда музыка, искусство. Но мне кажется, все-таки гораздо более редкое, то, что вот у моих теток и у мамы было, это научный склад ума, что ли, не знаю, как это, вот научный склад ума. И у тети Шоры, и у тети Тамары, и у мамы, может, чуть у них все это по-разному как-то было, я не знаю. Но у них была абсолютно такая очень железная логика. Не женская, мужская была абсолютно. Великолепная память. Вот, например, я вот такой пример. Я не помню такого случая, что мы в Лыхнах, я куда-то траву не сорвал и там что-то не показал той Шуре, она точно по латыни не сказала, что это такое. Но я не представляю, это каким объемом этих знаний, какой память он надо. Я не говорю про научную работу, которую просто понять не могу. Понимаете, вот так. Ну, это были люди, вот сестры, которые и в академическом плане добились очень быстрых успехов. Но и помимо формальных успехов, у них был просто вот это какой-то, не знаю, врожденный или из их воспитания. Вот это чувство, научный склад ума и умение прекрасно систематизировать, анализировать и колоссальное трудолюбие. Вот просто колоссальное трудолюбие. Удивляло, как эти женщины, добившиеся определенного, так сказать, остепененные, да, уже добившиеся определенного успеха в своей профессиональной деятельности, неважно, это лингвистика или палеоботаника, как в случае с моей мамой, они все-таки оставались очень традиционными абхазскими женщинами. Очень. Вот это вот уклад, вот это знание обычаев, соблюдение этих обычаев, вот, и требование, чтобы дети это соблюдали. Вот это вот как-то у нас... Меня это уже удивляло, когда я... Ну, о чем вот Ермак Кисугович говорил, что даже этикет обучал, помимо там своей лингвистики, этикет тоже должны были знать, да, наряду с лингвистикой. Фредди Меркьюри я обожала. Слушай, мама, она его просто бы... Я говорю, ты в курсе, что он... Да, нетрадиционная ориентация. Да. Она... Это я не могу простить никому, кроме него. По поводу вот этой вот идеи или гипотезы, не знаю, как сказать, по поводу того, что, да, вот, аристотелевские вот эти учения. Убри, лыркалось, и рыдыркала, но убри им зарги. Надхланге, это хуабри, ашпоэл карас, абри морфология синтаксических образований в абхазском языке на материале высказывающей истинностные речи, абри айлкараза, ари ярабри ларалхайлыр хуззаби литературу вапхахаза и удроза. Лейбниц, немец философ Дудзе, вот убри яригухра позигис дихос, абри Аристотель силлогизм хайгас, убри ядхулана, абри яертырц итахит ажаба цара илымш убри лреялрпши ну я раз уже знала не сык убри амазаяцас Аристотель ит ялрпши таху уже царасы алазуё уже атыгылаза шазлaqola ажик вижек аспирантша и бзена цара заша Абрах Москва гипшо джеридукцана и абри пи хахату яхазату. Айма кайчак гизхылчауал идея бриапсу безфелюра яха бри берзен юра хаяши фело пилду уйфиш похожу. Вот я шефело марки бзецени хит абра цитата кзазгой и бзецента вас. Хала шама Иван Мар. Апсва черкиз материал рыда, а брезин без фейлеркара. Вот хаспоц по брезин без фейлеркара. Я хатве апсва без фа, ажер, шабкылыща и ичкаша система снызгшикса. И резинавшу из хыцу, а шумер, а салы вират баста, и хайхюту, ирхаизм. Вот абасияхан марки. Ларги убрежи дай, убри яца накое, ну, абрисеги, баш абри этот лусум такой басивший инхаде, у пси зелом кау, и хазилом кает хахва, и халар ларилзгирит хару, и рахара хазгирит хару.
если говорить вообще о общественно-политическом аспекте, да, вот личности Тамары Платоновны, ну, вот это первое письмо, да, которое приходит в голову, это письмо 1952 года, письмо Сталину. Вот, то есть вот в год Тамара Платоновна с Екатериной Платоновной написали 3 письма. Первое было это вот Маленкову, я по хронологии Сталину и главному редактору газеты «Правда». Ну вот тогда обращаемся к вам с глубокой просьбой восстановить фактически уничтоженные права абхазского народа, получать образование на родном языке, готовить специалистов по родному языку и развивать свою национальную культуру. Это начинается письмо, вот, дорогой Иосиф Виссарионович. Это такая вот, мне кажется, наивность, да, кажется. Они вообще сознавали, вообще в какое они время живут, чтобы вот 3 письма вот эти студентки писать. Тут еще, знаете, вот этот, меня почему-то вот как-то трогает всегда вот наш адрес: Москва, Малая Бронная, дом 18, комната 315, понимаете? Вот все, да, вот это, да, вы знаете, вот у меня тут еще даже идея возникла, что надо как-нибудь на эту Малую Бронную попасть, откуда все эти письма писались, понимаете, просто хотя бы там постоять, да? Это Джумаха Баю, убра джери газета Чиевой, а приехал Налгеев Александр. Ну, это теория литературы, да, он ехит Москва, Ацара Гантас. Это Налгеев и Хайхот ехит, а приехал Шарапснишему Шару Пхаши Гилис, а мне письмо Тамара Платон и Пха, а при это Цигахей Лумана Денсос, Ехапсосакузи Хасвит, Хизжай, Ан спаси, да спаси, Барабаутзам. Бэкшигит танархой, бэргиб танархой, аги азуршима зирзиб танархой, их абанзанха. И ламуйте хитабри, ашта абши, дуксмитсани хита. Цикача, инага никулти, маширна, то есть якшен Сталин и псре якши хит, у ирекун зенева, абаси хит, ашарта ахты рахаик бэргиб. Еще письмо Мжаванадзе, вот в конце, я еще хочу к нему еще я вернусь, об этой личности мы еще поговорим. Вот здесь она, кстати, вот ответ на вот то, что я говорила, она вот пишет в самом конце письма. Она говорит: пусть вам не покажется, что, говоря об этом, я хочу застраховать себя, как это умеют думать ваши подопечные типа первого секретаря Абхазского обкома. В доказательство я хочу привести, возможно, небезызвестный вам факт. В 1952 году, будучи аспирантами, мы с сестрой в президиум 19-го партсъезда написали письма лично Сталину и Маленкову, в которых открыто говорили об извращении ленинской национальной политики в Абхазии. Мы были далеки от мысли, что Берия не расправится с нами или что подоспеет спасительный 1953 год. Мы просто считали, что лучше умереть за правду, но не придерживаться отвратительного «моя хата с краю». Этот принцип и сейчас устраивает меня больше, чем что-либо иное. Абсолютно, они давали себе отчет. Вот и вначале я подумала, это вот просто наивность какая-то. Дед и бабка были в курсе этого дела. То есть абсолютно. Даже там у них какой-то типа семейного совета состоялся, где бабушка точно не сомневалась в последствиях. А дед думал, сказал: ладно, пускай будет. Так что я не думаю, что это было совсем какое-то импульсивное такое вот мероприятие молодых девчонок, там, у которых там какой-то национальный адреналин в крови был. Это была такая вот вполне осознанная семейная программа, так сказать. Уже прецедент, это был 47 год. Да, письмо, которое написал Константин Семенович, и письмо за позицию, которую он фактически был вынужден уехать из Абхазии. Он был сослан, да. Вот если бы ему не пришло больше, я скажу, что если бы ему не пришел вызов, он уже к тому времени был кандидатом наук, если бы ему не пришел вызов в докторантуру Института востоковедения, было указание негласное, там, под видом несчастного случая его физически уничтожить. И вот он рассказывал, что когда... А еще любопытный момент, оказывается, в то время вот так просто пойти купить билет и уехать из Абхазии было нельзя. Надо было иметь какое-то основание. Вот когда пришел этот вызов в докторантуру,
А вместе с ним он пошел в вот эти вот органы, получил разрешение, после этого только купил билет. И когда он уже, купив билет, сел в поезд, он не мог заснуть до Ростова, потому что он не верил, что он едет живой, и никто его не сопровождает. И вот эти письма, они были совершенно осознанные, и они прекрасно знали о возможных последствиях. Прежде всего для этого, на мой взгляд, необходимо определить подлинный статус беженцев. Кто же такие беженцы? По международному праву, насколько мне известно, люди, покидающие свое отечество, свое государство. Таковыми здесь являются абхазы, которых мы не можем заполучить до сих пор. Нет возможности их принять, поскольку разрушены их дома, все их добро, им негде и не на что здесь жить. Веками находятся за пределами Абхазии наши беженцы во многих странах, которые тоже имеют отчую долю именно в Абхазии. Есть у нас перемещенные. Неизвестно до сих пор, где находится известнейший, талантливейший поэт Абхазии Таиф Аджда. Позвольте вас спросить, не их ли в первую очередь надо возвратить домой в Абхазию? Мы бы хотели, чтобы вы тщательно изучили вопрос о статусе беженцев. И действительно существует понятие, прошу прощения, есть репатриантов. Вот эти грузины и являются репатриантами. Доказательством тому, что господин Кавсадзе, министр иностранных дел Грузии, подписал документ, в котором он признает их бегство из другого государства, то есть Абхазии. И это не бегство, а возвращение в собственное отечество, в Грузию. Я прошу вас позаботиться о подлинных беженцах и перемещенных лицах и дать нам возможность вернуть наших подлинных соотечественников в свое отечество, к своим очагам. Спасибо за внимание. Очень верю, что вы займетесь этим вопросом. А вот последнее письмо у меня, одно из последних писем, наверное, это вот как раз спецпредставителю генсекретаря ООН Бодену. Конечно, Тамара Платоновна, что касалось абхазского вопроса, вообще была, конечно, безапелляционна. Она, какой-то вот стиль, с одной стороны, он был, конечно, язвительный, но она никогда не переходила вот эти рамки приличия. Досточтимый господин Дитер Боден, вы нам писали, не отпирайтесь, теперь же, как говорится, очередь моя. То есть вот так вот. Да? Ах, вам милее положение территориальной целостности, несмотря на то, что оно разрушает права человека, противоречие положению прав народа, представителем которого он является. И вообще, что это за понятие территориальная целостность? Оно ведь не фигурирует ни в одном из словарей. В собрании международных документов, в котором отражены права народов и человека, оно нигде не упоминается, оказывается. Так кто есть, как в шутку говорят, ху? Именно от вас, членов ООН, стремящихся подчинить своему диктату менее численные народы силой мощнейшего оружия, и исходит террор, то есть, в кавычках, применение насилия вплоть до физического уничтожения, а не от тех, которых вы вынуждаете обороняться, защищаться от ваших экстремистских притязаний, диктовать подавляющему большинству народов мира свои безнравственные законы, в кавычках, и насилие, бороться за свои признанные на бумаге вами же 189 государствами, членами ООН, естественным для всех народов и наций право на независимость и самоуправление. Ах, любезный господин Боден, что же так слабо с логикой у членов ООН, что путают причину со следствием, определяя вопреки аутентичности следствия как причину, и валят вину с больной головы на здоровую? И как же всеобъемлющей народной мудрости? Вдумайтесь в одну из них, а кутащига еще пхыцец нахуй. Куря, смертоносное для нее зелье, выколупывается ее же коготками. Мы понимаем, и так далее, что вот эти все государства не хотят опускаться до низости нашей высоты, не досугим разбираться в наших нуждах,
Ну так оставайтесь на своем Олимпе. Мы же не взбираемся к вам и никого не трогаем. Это вы предъявляете нам какие-то требования, неизвестно по какому праву. Так что ваша агитация, основанная на благих намерениях и словесных обещаниях, вилами по воде писанных, любезный господин Боден, не выдерживает конкуренции с предоставленной грузинским империализмом реальной действительностью, которую мы испытали на собственном горбу. Следовало ли вам судить о том, чего не знаете? И в этом случае мы вам посоветуем запомнить замечательную поговорку. Слово серебро, а молчание золото. А если ваш высокий сан обязывает вас говорить хоть что-то, то можно же без принуждения в разговоре не коснуться до всего слегка, а хотя бы с ученым видом знатока хранить молчание в важном споре и возбуждать улыбку дам огнем нежданных эпиграмм. С уважением, Екатерина Александра Тамара Шакрылы. Галя, я, насколько знаю, Боден, конечно, говорил хорошо на русском языке. Да, он очень хорошо. Но неужели, то есть вот такие вот нюансы он мог понять из этого письма? Я думаю, да. Он, судя по тому, как он прислал, уже узнав о ее гибели, телеграмму соболезнования, я думаю, он очень хорошо разбирался во всех этих. Ну, просто его сан, его положение обязывали играть по тем правилам, по которым он должен играть. Не секрет, ведь он же приезжал, уже сложив в себя эти полномочия, он приезжал в Абхазию не один раз для того, чтобы встретиться и, может быть, лучше разобраться в ситуации в Абхазии. А вот что касается этого письма, я очень хорошо помню, как они... Конечно, автор это Тамара Платоновна, но практически каждый день она находила время прийти, посоветоваться с мамой. Точно так же, как она приходила, зачитывала какие-то, может быть, дополнения или обновления вот этого текста к Екатерине Платоновне. Это был такой живой процесс. И вот меня всегда удивляло, как у нее хватало энергии и здоровья, ведь она же была последние годы не очень здоровым человеком, ее мучила вот эта болезнь Меньера, это когда бывают очень сильные приступы, и она лежала буквально сутками, не поднимая головы. Ну вот когда был действительно какой-то очень важный момент, и ей надо было работать над вот этим текстом или обсудить, ей ничего это не мешало. Вообще, вот я согласна с Радой, мне кажется, мы очень плохо и, может быть, еще даже не оценили Тамару Платоновну как публициста. Мы знаем ее как педагога, как специалиста в области лингвистики абхазской, мы знаем ее как общественного деятеля, но вот ее публицистика – это отдельная, может быть, сфера деятельности. Было бы очень хорошо, потому что на такой вот взгляд не специалиста, она делится как бы на две части. Если вот в советский период она более была сфокусирована на попранных прав абхазского народа, зафиксированных в Конституции СССР и прочих вещах, то уже после военное время в основном это был интерес к, так сказать, к государственному строительству Республики Абхазия как государства. Вот. И, конечно, нужен такой профессиональный анализ. Я очень надеюсь, что когда-нибудь это будет сделано. Вот здесь еще вот я держу письмо Жаванадзе. Мы, кстати, говорили о 67-м годе. Посмотрите, я не знаю, сколько. Ой, 67-й год, это очень такой... печатного текста. Я не знаю, прочел ли это Жаванадзе в свое время это письмо, вот это письмо выдержал, но здесь такой анализ. То есть она ничего просто так не говорила. Она все фактологически это все подтверждала. Вот ее обвиняли в том, что она потворствовала там собранию, да, что это самое из-за этого ее, из-за этого литворное влияние на студентов ее, значит, перевели, да, можно так сказать, в институт исследовательский. Вот. И здесь она вот как раз ему все рассказывает о вот этой политике кадровой, которую они проводили. И прямо говорит, что вы продолжатели, значит, именно бериевской политики, и еще и топонимики и так далее. Тут, значит, хотелось бы знать, кто вам позволит назвать Нью-Йорка Халкалаки или Нью-Йорки.
вспомните вашу заботу о судьбе моего сына вдруг, желание помочь ему, поиски его, намерение перевести в Тбилиси в институт. Мой отказ создавать привилегии моему сыну или мне сказали вам, что я не любитель пряников. И она говорит, что вы смотрите на Абхазию как на какой-то придаток, который должен быть счастлив уже тем, что он еще существует. Ну, станция со студентами из Ласкола школа, театр Кайт, пантомима при мертвые души. А при Апсуана Сианиза, Вахацар Термой. Ехарцу зубрирец бит, а бартабилетку зиги яр. То есть ярхан и нина залаципи. Вас хатракцана и редрикалит, и на пенакарала у вас зиги ирпулит гит. Ацуктана. И вообще на сагитке кцует ажлар гейлицрук, то есть этот алпавший чайниз, юкцом, цархит, луцархит, маму, луцом харахазавод. Убре этот самый янхит, и нас ерубрипшимш дудза убритан, сабуспани газай хабре гиайна гинрхит, сцена чаяклан, وترحيل شريش تخرجك أحتوتي قدوت ترى سكولة شو مبرتكها نو تساقي وشتاشي نقطة تساقي نساقي لحنا جد أدري شنا عبري парадный этот ашала бас дауи Тамара Платоновна, а мне оркестровал этот Ямаха его абха хаш да Мухаммада видела на баш ай хабразики шарпс сбойтаха шана шус атып иксана вся они хазик детрецасен на бинергей и упрянгли убрёк абри ажлар галереи изылгей та ирбхадзей зигирбхадзей ну дочекал еще мхадзан ажлар резера ходику вилтахтамс абри аджишака параджакихер псуак дджира еще покетакар хадшон аха وي يززقزق تتخززق قلب وخور ترجع تختخ ضربني زق عيدر الزق برياخن ترزق ну الخفيل الجيت وسيجي قلي. Я бы хотела сказать, какую роль сыграл 67-й год в жизни Тамары Платоновны. Вот после вот этого участия, ее участия в этом знаменитом и очень таком значимом для абхазцев четырехдневном сходе, ей было предложено перейти в Абни. На самом деле, если бы это были другие обстоятельства, она, конечно, была бы счастлива, потому что научная работа ее привлекала намного больше и была ей намного интересней. Но вот это вот насильственное предложение, оно просто было оскорбительно. И Тамара Платоновна не пошла работать в Абни, она ушла, работала дома. Она, конечно, все эти годы, а это было фактически до разоблачения Мжаванадзе в 1973 году, когда было заседание, партийное какое-то высокое заседание, на котором осудили его политику, его самого, его там сняли с работы и прочее. И вот тогда уже после этого она сняла свой протест и вышла на работу в Абни. И все эти годы, это надо было знать Тамару Платоновну, она принимала помощь только от родной сестры Екатерины. Никаких денег, никаких подарков, ни от кого, абсолютно ничего. Ну, может быть, можно было принести там что-то там, я не знаю, кружок сыра, если это приехал родственник из деревни. Ну, вот как обычно у нас делается. Больше ничего. Вот это был ее такой вот принципиальный подход. То есть это было не только вот в науке вот такая принципиальность, не только в отношении политических оппонентов, не только, но это было и в обыденной, так сказать, жизни. Да. Только Екатерина Платоновна тоже, конечно, сделала. Не каждый семейный человек, у которого двое детей,
супруг будет отдавать ровно половину своей зарплаты своей сестре. Тут вопрос к вам. Вот, Екатерина Платоновна и Александра Константиновна, они вот это, то есть они вот это разделяли, да, я как понимаю? Насчет патриотических дел, и там, я извиняюсь, на кого-то наехали, они абсолютно там и одинаковые были. Ну, что я хочу сказать по поводу этих детальных писем. Ну, действительно, может показаться и 10, и 14, и 30 листов. Но неужели там люди, которым это адресовано, пускай даже это оппоненты, пускай даже заинтересованные лица, политики будут это все читать. Но на самом деле, мне кажется, это писалось не только для того, чтобы они это прочитали. Во-первых, мне кажется, здесь дан анализ и какая-то методология в построении государства и для нас самих тоже. Потому что я потом, позднее встречал очень часто, когда политики, как бы ссылаясь или не ссылаясь, это не важно, опирались на эти умозаключения. Она была прекрасная аналитика. Вот эти аргументы потом в итоге начинали работать. Мне кажется, это были письма не только для кого-то, это письма для нас самих. Это во-первых. Во-вторых, вот когда она говорит о таких вещах, когда приводит примеры неподкупности и несгибаемости, она грузинам, я не имею в виду не этнос грузин, а вот грузинское государство, да, она как бы говорит, не питайте иллюзий. Но самое интересное, что и в наш адрес она то же самое говорит. Абхазцы, не питайте иллюзий, всегда будьте начеку, и всегда знайте, что за свое надо бороться так, вот на грани фола. Поэтому мне кажется, что это были письма, адресованные вообще вот так вот в пространстве. И все, кто это читали, находили что-то свое, что-то полезное, а главное, то, что можно очень хорошо и методически употребить, в том числе и в нашей внешней политике, к сожалению, которая не всегда, на мой взгляд, такая атакующая, такая адекватная, опережающая что-то. Надо опираться на очень хорошо вот выстроенную аргументацию, историческую, сравнительную, аргументацию современного мира и предъявлять в качестве собственных преимуществ, конкурентных преимуществ и аргументов. Она это умела делать. Будучи студенткой, это был еще один этап национально-освободительного движения. Мы были первокурсниками. И, естественно, вот когда такие лидеры, вот женщина, представляете, она фактически возглавила. Хотя здесь Леонид Шейшхит, Ялагаз, но за ней пошли вот эти мужчины. И Алеша Гого, и Джума, Хуба, и все. Вот я помню это как сейчас. Она везде была в гуще вот этих вот потом уже, которые, естественно, все вместе, они вот продвигали вот это национальное освободительное движение. И мы были первокурсниками и тоже участвовали в этом. Санапхи, худик геомаши избит, Тамара Платоновна абни директор Георгий Алексеев Дзария их делали. Гузунус илус каундер нас царала адара дерегина сейма кейчек роит хмпада винас зала гюси опаха сырой хаус куянагун Тамара Платоновна худик дочерзакал знук от бдида абрюшта басаклар харкаломаха. Обращаясь к вам с данным заявлением, я хочу лишь поставить вас в известность, что поскольку разрешение бесконечных конфликтов, фабрикующихся вокруг меня, неразрешимы внутренними институтскими силами, я вынуждена теперь обратиться в Президиум Академии наук Грузинской ССР с просьбой выделить компетентную комиссию, которая изучила бы этот вопрос и вынесла по нему свое официальное решение, ибо все изложенные обстоятельства создают мне невыносимые условия для работы. То есть я как был срок избанок зер вуртке губган рут егам избанок зер хатей зилка он что группа царас я малас. Вот что касается вот этого письма, я вспоминаю эту ситуацию. Она была вообще жизнь Тамары Платоновны
Вот при всех ее таких внешних как бы проявлениях, и внешне она была и интересная женщина, и образованная, и вроде бы все при ней было, но у нее была очень и очень трудная жизнь. Очень сложная жизнь. И мне кажется, этой жизни бы хватило на один хороший роман, даже на два, может быть, хороших романа. Что касается в ее личной жизни, она потеряла своего единственного сына, можно сказать, на пике. Он был аспирантом Института международного рабочего движения. 33 года. Это период расцвета для молодого человека, образованного. При том, что он закончил институт, у него была специальность историка, и он еще экстерном получил диплом специалиста английского языка. То есть парень и очень помогал ей во всех ее вот общественно-политических устремлениях. Это письмо, оно не появилось просто так. Действительно, у Тамары Платоновны была очень сложная ситуация, потому что когда в профессиональном плане практически не с кем обговорить вот эти вот такие моменты, которые ты сейчас увлечен и над которыми ты сейчас работаешь, это трагедия для любого профессионала. И хорошо, что были другие знакомые, другие специалисты вне Абхазии. То есть она очень активно общалась с заведующим сектором философии языка Института языкознания доктором Панфиловым. Она очень тесно общалась и обсуждала вот эти профессиональные вопросы с доктором наук Рождественским. То есть у нее был профессиональный круг за пределами Абхазии достаточно широк. Но этого, к сожалению, недостаточно, потому что, как я сказала, существует, вот, как вы заметили в самом начале нашего разговора, она активно обсуждала с коллегами разные вопросы. Вот точно так же необходимо было обсуждать вот эти вот профессиональные вопросы, которые возникали в этой работе. И оно, к сожалению, не всегда она находила понимание. И даже доходила иногда до таких вот, может быть, парадоксальных моментов, но как-то в институт вызвали, она сказала, нам нужен компьютер. Это еще было до войны, это было где-то, может быть, 80-е годы, они только-только появились. И начальство ей сказало, ну что ты, мы же не занимаемся математикой, зачем нам вообще это надо? Абри галеза и бисалфит ахан лышги выркдзумсты. Луинаши выркдзумсты снегярдым луинаши. Швацастана всуиши яркдзумсты убри, житна игас, убра басик. Абри насевинда казера бас чрухаш ауртун и такамза насевинда. Яша комсистит няйбешным сусте чака проспект. Да. Слышала шашки. Да. По-моему, это очевидно. Была одна вещь, которую она ужасно боялась. Она боялась, что абхазский проект, вот этот абхазский государство, не состоится. Это просто, не знаю, как люди боятся самые страшные вещи. Вот бывает, каждый человек чего-то боится очень сильно. Она так боялась, это я точно знаю. Она буквально в смысле слова в коленях преклонилась перед Владиславом Григорьевичем. Это не просто так. Эта великая женщина сделала это только потому, что мы победили, и вот этот проект, тот, который она вынашивала все эти годы, он все-таки осуществился. Сейчас только в нас, в вас, в будущих поколениях. Уже от нас зависит. Да, зависит, как дальше он пойдет. Так сложилось, что долгое время Тамара Платоновна, наверное, тоже пыталась понять, кто я, как я отношусь ко многим тем или иным вопросам, которые она перед собой ставила. Она, я знаю, много говорила и с другими людьми по моей личности. Но так сложилось потом уже, что мы стали настолько близкими людьми. Я в ней видел не просто человека старшего,
но и человека, который мне стал родным. На этот период у меня действительно, наверное, каждый человек всегда тоскует по матери. Но вот она мне на какой-то период времени, пока мы были вместе, знал я ее, она заменила мне мать. Она приходила каждый день на работу. Приходила днем, приходила вечером. Особенно в вечернее время, когда я уже более-менее был свободен от всех этих наших работ. Садились мы вместе на лавочку. Она курила, но я при ней уже не мог курить. И долго говорили о тех процессах, которые волновали ее. Я ни один раз не услышал от этого человека каких-то грубых слов, каких-либо таких отношений к людям, которые вызывали бы негатив. Она всех называла моими сыновьями, моими детьми. При всем том, что очень много и жестко критиковала ряд лиц, кого она знала по тем или иным каким-то делам. Но, по-моему, в Абхазии не было человека, который так доброжелательный, так с любовью относилась бы к тем людям, даже которые очень жестко иногда писали и о ней самой тоже. Вот последние дни, несмотря на то, что она была больной, она пришла, зная, что есть такая жесткая позиция одной и другой стороны. И она говорила о том, что верит в то, что ее послушают, что ее авторитет сумеет взять верх над всем остальным, что возникло между нашими сторонами. Но все-таки, к сожалению, среди нас не нашлось человека, который смог бы ее отговорить, приходить на эти мероприятия. При всем том, что и я просил, но отговорить ее было невозможно. Наверное, она себя принесла в жертву и тем самым дала возможность абхазскому народу уйти от очень жесткого противостояния, от очевидности, которая была на тот период. Возможно, как раз-таки и смерть Тамары Платоновны, гибель ее таким образом привела к тому, что все это напряжение было снято. Но самая большая проблема, что мы начинаем это осознавать потом, когда нет человека. Самое важное и для нее, и для Владислава Григорьевича это то, что мы делаем сегодня, построить абхазское государство, сохранить народ абхазский. Это задача номер один всех нас. Если мы это сумеем сделать, это будет самый большой памятник этим людям. А все остальное это камень. Все остальное это пройдет время, про это могут забыть. А именно то, ради чего они боролись, это сохранить, приумножить, это самый главный памятник. Такое чувство, что она всегда оберегала Рауля Джунковича. Она очень хорошо чувствовала честных и чистых людей, понимаешь? Эти люди могут время от времени заблуждаться, но эти люди никогда не совершат ничего такого, что системно повредит какому-то делу, которым они занимаются. В данном случае, пример государства, да, потому что это не согласуется с их типажом, с их менталитетом, с их врожденными целями и задачами. Видимо, она это чувствовала, в частности, в Рауле Хаджибе, но не только в нем. Видела будущее в этих людях, и у нее какой-то материнский инстинкт, политический материнский инстинкт не просыпался, да, она хотела их опекать. Тамара Платоновна действительно общалась с очень широким кругом молодых людей и молодых политиков, и приглядывалась, и
и разговаривала с ними. И я знаю точно, что она вот встречалась с различными партийными, когда мы говорили, что это не та партия, у нее какие-то не те, там, что мы в них нашли. Это все мои. Это все мои. Я не разделяю. У них углубиться на то, это их право, это все мои. Так что я согласна абсолютно с Ахрой, у нее одна большая и вот эта вот генеральная линия – это строительство и благополучие абхазского государства, при том, что у нее было в жизни много поворотов, у нее была прекрасная возможность после защиты кандидатской, она работала в Москве в Институте национальных школ, уже была доцентом, и ей предлагали, я знаю, должна была даже квартиру получить. Она там не осталась, она приехала сюда. У нее был второй шанс такой же, уже после докторантуры в 70-е годы остаться в Москве, в ведущих институтах. И она опять-таки не осталась. И те, кто у нее дома бывал, помнят, у нее от руки, там, где большой книжный шкаф встроенный был, от руки была такая надпись, ее рукой написана, перефраз стихов Есенина. Если кликнет «Рать святая, кинь ты Русь» у Есенина, а у нее было написано «Кинь обсны, живи в раю». Я скажу: не надо рая, дайте родину мою. Уже будучи после этого, после ее гибели и так далее, я давала как-то интервью, это было, правда, вырезано с них, наверное. Я сказала, вот нам надо поставить вообще двум женщинам великим у нас памятники. Это Сария Лакоба и Тамаре Платоне Шакрыл. Но Тамаре Платоне Шакрыл именно вот где-то вот там, где она погибла, как напоминание о том, через какую грань мы никогда не должны переступать. Здесь. Как напоминание. Вот. Понимаете, это я говорила, и, между прочим, это многие с этим согласны. Надо это признать. Это вина всех нас. Диана, я знаю, что вы были свидетелем последних минут жизни Тамары Платоновны. Мы были вместе, когда это происходило на площади. Перед этим шел митинг на руинах нашего Абни, в котором мы познакомились и работали. Сама набережная называлась Махаджиров. Рядом безмолвно лежал Баграт Шинкубаев, смотрел на все происходящее. Если его душа что-то видела, наверное, это его не радовало. Что-то с нами произошло, одержав такую великую победу, увидев такой получив такой фантастический шанс для возрождения, мы что-то не поняли друг друга и разделились. Я не хочу резко говорить об этом. Я надеюсь, что это какие-то вот такие моменты, которые мы обязательно преодолеем, потому что нас не 10 миллионов, чтобы мы делились. Очень трудно резать по-живому, потому что и с одной стороны тогда, и с другой стороны стояли люди, которые друг другу очень дороги. Стал сворачиваться митинг, последним выступал Якуб Лакоба. Она стояла ступенькой выше меня. Мы стояли, приближалась толпа людей, которых мы многих знали, кто-то был нашим соседом, кто-то был родственником. И как-то было вот неловко от того, что вот такой момент возник. Ну, идея, видимо, была дороже, и Тамара Платоновна стояла, и вдруг раздались глухие выстрелы. Сработал какой-то такой инстинкт самосохранения, наверное. Пригнулись люди, пошел ропот какой-то. Это было вот этого входа, который сейчас не центральный вход, а вот боковой вход в администрацию президента на этих ступеньках, у этого порога. И вдруг все смешалось, и я услышала голос, что
раненый человек, раненый, пропустите. И смотрю, Тамара Платоновна бледная, ее кто-то под локотки ведет. Конечно, я не могла не отреагировать, только что мы с ней разговаривали, она меня обняла перед этим, когда мы туда направлялись. И я подошла и взяла ее. Вот этот промежуток времени от угла этого правительственного здания до центрального входа, она это расстояние прошла на ногах. Я даже не подумала, а куда она ранена? Она идет потихонечку за мной, бледная очень. Стояла машина, 9-ка. И молодой человек предложил свои услуги. Он быстро это среагировал. Мы зашли и уложили ее на заднем сиденье. Тамара Платоновна передала мне сумку свою, перчатки она сняла в дороге. Когда я оглядывалась назад, думаю, а куда же... Я увидела, что у нее пробита юбка, и из нее так обильно сочится кровь. Я тогда, может быть, не придала такого... Ну, думаю, если она прошла, если эта пуля попала в живот, то, может быть, она не смертельна и так далее. Когда мы подъехали и принесли эти носилки, вынесла медсестра, стали ее выносить, и я увидела, как у нее по ногам струя крови пошла. Ее уложили, но даже вот эта деталь, она у меня не выходит из памяти, когда, как... воспитанная, как вы говорили, в абхазском духе, стеснительная женщина, ей было не безразлично, как она выглядит, чтобы она не выглядела безобразно. Она поправила вот этот жест, как она поправляет юбку. Это я запомнила, вот это последнее, что ее забрали у меня и понесли, видимо, куда следует, и там началась какая-то работа с ней. Я была в полном одиночестве, никого нет, город пустой. Ну, вы знаете, что происходило там уже, мне было не видно. Когда вышел врач, я спросила, как там дела. Он сказал, что очень серьезное положение. Я стояла, и, видимо, там уже все закончилось. Подъехали вы с братом, Арда. Я передала эту сумку, и Арда заметила, что сумка была тоже насквозь пробита. И она открыла, по-моему, паспорт тоже лежавший, там тоже был пробит. В общем, когда я вышла на улицу, я увидела, что перед больницей вся площадь заполнена нашими людьми, которые очень тяжело восприняли вот этот случай. К сожалению, с операционного стола Тамара Платоновна уже не встала. Пуля была, оказывается, со смещенным центром, и она переворотила все ее органы и привела к ее смерти. Конечно, это было большой бедой, большой трагедией для нашего народа. Человек, который являлся символом нашего освободительного движения, так закончил как не подобало бы ей, закончил свою жизнь. Она этого недостойна была. Но, может быть, в этом есть какой-то высокий смысл, который заставит нас подумать о том, что мы из себя представляем, сделаем из этого какие-то выводы. Нас не так уж много. Нам нужно уметь быть... Есть вещи, конечно, непростительные, но иногда мы на мелочах тоже зацикливаемся. Есть у нас большие дела, которые только вместе мы можем осуществить. Иначе мы можем потерять то, за что было отдано столько святых жизней. Вот, наверное, это то, чего боялась Тамара Платоновна. Это совпало с тем периодом, когда впервые за столько-то веков мы, получившую свою государственность, на тот период еще не признанную, имели смелость, имели такие амбиции сделать свои государственные паспорта. Еще ни один паспорт не был никому отдан. Они лежали, ждали своего часа.
И президент-победитель наш Владислав, он паспорт номер 1 выписал на имя Тамары Платоновны Шакро. Да. И я думаю, что это самая большая награда, которую она заслужила. Айле Багара, Айхдзидзара, Анабе Гошара, Хазен Бигахзиштоу, Апсна Яныхало, Хажлер Яхаказалеке, Абра Хайдей Багалана, Кшин уже 2% Хампа Псвахаларо. Убрт Харахара, Анабе Гошана, Хчанаха Хамза, Акамзаке Золоши. Дегизмаха, Хадгавачна Шахана Хамзакш. Убрал зарисоваться. Было такое пожелание Тамары Платоновны всем нам. Насколько вот я слышала, последние слова Тамары Платоновны перед смертью были такими: «Сыды хяш муайдапса». Я думаю, это, конечно же, больше всего ее характеризует. Всем спасибо.